Здравствуйте, в эфире информационная программа «АЛАТО». Пришло время подвести итоги уходящего дня. В студии работают Нурджама Бурханова и Нурсултан Джакабеков. Смотрите в программе. Столичная школа-интернат номер 21 для слабослышащих детей стала первой в совместном проекте Минобразования и Евросоюза. За месяц сотрудничества в школе реализовано несколько идей, благодаря которым учиться стало намного проще, комфортнее, а главное – безопаснее. Рассказывает Елена Ткаченко. В этой школе не слышны привычные детские шумные голоса, а каждое произнесенное ребенком слово – результат долгой и тщательной работы педагогов. Это школа-интернат для слабослышащих и поздно оглохших детей. Ребята здесь не только учатся, но и живут, поэтому безопасность в таком учебном заведении превыше всего. 21-я школа стала первой, которая решилась на себе опробовать преимущества проекта Евросоюза развития механизмов финансирования безопасности школьной образовательной среды в Кыргызстане. Освещение, безусловно, энергоэффективное. Школа теперь оснащена самым современным оборудованием. В ней продумано все до мелочей. Например, мебель сделана из экологически чистых материалов. Она регулируется под рост ребенка. Освещение установлено так, что как бы ребенок ни сидел, тень отбрасываться не будет. Система вентиляции разработана так, что с улицы постоянно поступает чистый воздух, но при этом в помещении остается тепло. Очень важно разработать определенные такие стандарты, которые были бы применимы ко всем школам, которые строятся, чтобы это было и безопасные какие-то стройматериалы, чтобы это было подходящее освещение для наших детей. Потому что, согласно статистике, практически 50% наших детей, которые заканчивают школу, они, оказывается, имеют определенные проблемы со здоровьем. Я думаю, что одним из таких основных факторов, который влияет на эту проблему, это то, что они, в каких условиях они проводят время в школе. Девочки, сядьте. А в этом кабинете дети учатся разговаривать. Все они практически глухие. Некоторые раньше слышали, но потом потеряли слух. Каждое слово им дается с трудом, но они очень стараются, а значит, все получится. Дети – наше будущее. Если мы будем вкладывать в них сегодня, то завтра у нас будет всесторонне образованное поколение, которое сможет развивать страну. Никогда не слыша звуков музыки, дети приготовили танцевальные и музыкальные номера. Они стараются быть полноценными членами общества. Стараются, чтобы, несмотря на недуг, они смогли работать, быть полезными в своей стране. В свою очередь, для них создаются условия, которые позволяют постоянно получать знания. Например, информационные стенды на стенах, зеленый уголок в коридоре. Заменили электросистему. Раньше она была не очень светлая, а сейчас она такая, знаете, заходишь в школу, и особенно вечером, просто радостно. В школе так уютно, светло. Кроме того, в школе установлено видеонаблюдение, что немаловажно для нашей школы, потому что школа-интернат, мы должны здесь за безопасность детей, оберегать детей. И так получилось, что вот видеонаблюдение, оно в нашей дальнейшей работе просто необходимо. Безопасная школьная среда включает в себя следующие аспекты: физическая безопасность, экологическая безопасность и безопасная психологическая среда. В ближайшее время проект будет реализован еще в 9 школах республики, а позже и во всех остальных школах страны. Елена Ткаченко, Руслан Сабатаров, Общественный, Первый канал.